Уважаемые коллеги, я рада вас приветствовать на нашем образовательном семинаре «Кадетское образование. Воспитание защитников Отечества». Сегодня в нашем семинаре примут участие ряд наших коллег, соратников, которые занимаются тоже воспитанием. В частности, у нас сегодня в гостях находится Галина Николаевна Кравченко. Она видна, да? Галина Николаевна Кравченко. Галина Николаевна у нас является на сегодняшний момент руководителем, председателем совета, общественного совета при Министерстве образования и руководителем Ассоциации образовательных организаций, носящих имена героев нашего Отечества. Ну, так коротко, если сказать, да? И Галина Николаевна является одним из таких двигателей патриотического воспитания. И так как мы сегодня как раз эту тему затрагиваем, воспитание защитников Отечества, то, конечно же, очень важно мнение общественников, поскольку она представляет такие вот общественные организации. А также сегодня у нас на нашем мероприятии примет участие старший преподаватель Калужского университета Новикова Екатерина Александровна, которая тоже представит интересный опыт воспитания защитников Отечества, такой интересной методикой организации кинолектория с последующей проработкой их и доведением до воспитанников. Тема, которую мы сегодня будем затрагивать, это следующее. Педагогический потенциал изучения жизненного подвига героев Отчизны в кадетском образовании, потенциал музейной экспозиции воспитания защитников Отечества. Здесь у нас подключится школа номер 12, и там будут представлены участники этого события. Участие общественных организаций, формирование патриотизма у воспитанников кадетских классов. И вот как раз обзор занятий по внеурочной деятельности через такие формы, как кинолектории с элементами игровой деятельности, посвященных выдающимся русскому флотоводцу адмиралу Федору Ушакову и святому русскому благоверному князю Александру Невскому, сделает Екатерина Александровна, гость города Калуги. Итак, возвращаясь к первому вопросу, который у нас с вами заявлен, педагогический потенциал изучения жизненного подвига героев Отчизны в кадетском образовании, я бы хотела, таких несколько слов возвращения в историю сказать. В России до 1917 года существовала стройная система образования и воспитания кадет. Эта система представлена таким триединым воспитанием, включающим в себя воспитание духовно-нравственного сознания, воспитание так называемой нравственности, воспитание логики, умение мыслить и воспитание через содержание преподаваемых предметов. Вот так она была выстроена в дореволюционное время. Сегодня в нашей стране, конечно же, тоже эта система воспитания кадетского образования воссоздается, она выстраивается. И здесь важно то, что участвует в этом выстраивании не только Министерство образования, но и Министерство обороны, МВД, МЧС, другие силовые ведомства. И, конечно же, это показывает, что стремление молодежи поступать в эти образовательные организации обусловлено мотивацией их к такому, обращению героического подвига нашего народа. Опыт показывает, что полноценное кадетское образование возможно получить только в условиях особого типа учреждений. У нас такие учреждения есть в образовательном пространстве кадетского образования. Это Суворовское военное училище или Нахимовское военно-морское училище, кадетские корпуса, кадетские школы. Конечно же, львиную долю этих образовательных организаций представляют сейчас обыкновенные общеобразовательные школы, в которых создаются кадетские классы. Вот у нас в нашей республике Коми на сегодняшний день, конечно же, потребность в кадетском образовании растет, и за последние 5 лет наблюдается такой, процесс увеличения и ведомств, которые берут на себя поддержку и ведение этой системы кадетского образования, и школ.
Но вот на сегодняшний день зафиксировано 26 образовательных организаций в 15 муниципальных образованиях, в которых созданы кадетские классы и 2 кадетские школы. Это город Сосновоборск и, значит, Устилимский район, Коровий ручей. Если говорить о том, значит, какова поддержка кадетского образования в системе нашей республики Коми, то мы с вами можем радоваться, что у нас в 2015 году был принят закон о кадетском образовании, и, конечно же, как-то лед тронулся, и система образования, и ведомственные учреждения ведут сопровождение этих кадетских классов и школ. Обращаясь к теме вопроса «Педагогический потенциал изучения жизненного подвига героев отчизны в кадетском образовании». Конечно же, у каждой образовательной организации имеются свои ключевые задачи воспитания кадет. И можно перейти еще один. Ага, вот здесь я как раз не представила, вернее, табличка у нас, в которой представлены наши сегодняшние гости нашего семинара. Итак, ключевые задачи воспитания. Понятно, что все эти ключевые задачи воспитания, они прописаны в нормативных документах образовательных организаций, и все они нацелены на, как мы с вами здесь уже видим, на воспитание у обучающихся чувств патриотизма, готовности к защите Отечества, формирование и развитие учащихся чувства верности воинскому долгу, дисциплинированности, добросовестного отношения к учебе, стремление к овладению профессией офицера или воспитание любви к военной службе, развитие обучающихся высоких нравственных, психологических и деловых, организаторских качеств и, конечно же, формирование общей культуры личности. Все это, понятно, реализуется в образовательных организациях. И эти задачи предполагают не только добросовестное отношение к реализации своих прав и своих обязанностей, но и готовности к самопожертвованию ради благополучия своей страны и народа, и ответственности за сохранение жизни других, тех, кто тоже, в свою очередь, готов пожертвовать своей жизнью ради Отечества. Вот эта вот, наверное, готовность к самопожертвованию и к служению, она, наверное, самая такая, ну что ли, главная, потому что она формирует готовность и ответственность. И она требует длительной практики самовоспитания, самостроения личности, взращивания в ней любви и самоотвержения. Конечно же, это вот такие качества, которые необходимо воспитывать у кадетов. Эффективность такой практики напрямую зависит от уклада жизни школы. Если говорить об укладе жизни образовательной организации, то структура уклада жизни, прежде всего, конечно же, условленного социальным составом учащихся, воспитательными задачами, регламентированного дисциплиной, и обязательно они включают в себя еще и ритуал. Ритуал как интегрированный элемент традиций, носительницы и хранительницы базовых национальных ценностей. И уклад жизни в кадетских классах, в образовательных организациях, он является важным условием духовно-нравственного воспитания наших обучающихся. И, естественно, что он ориентирован и на такой личностный, профессиональный рост наших воспитанников. Для чего? Для того, чтобы они могли потом служить российской армии, для того, чтобы они могли служить в сфере других структур государственной службы. И если говорить об укладе как об условии, то, конечно же, мы должны понимать, что в структуру уклада жизни каждой образовательной организации должны быть положены такие вековые традиции. Традиции, которые сохраняют способ самоорганизации как обучающихся, так и учителей. То есть это такой вот, взаимообоюдный процесс. Если говорить о традициях, то традиции у нас коренятся еще в древности и берут свои истоки из XI века.
Прежде всего, одной из таких традиций, конечно же, должен являться воспитательный идеал. То, к чему мы должны ориентировать наших воспитанников. Этот воспитательный идеал, эти традиции значит, вобрали в себя, например, такие защитники Отечества, князья, воины, братья Борис и Глеб. Мы сами знаем, что это младшие сыновья святого равноапостольного князя Владимира. И смысл подвига этих братьев заключается в том, что они отказались от братоубийственной и междоусобной брани, от земной славы, от земного владычества и приняли добровольную смерть ради того, чтобы сохранить мир на родной земле ценой личной жизни. Борис и Глеб стали первыми на русской земле, которые уподобились идеалу Бога-человеку. Потому и они не только смогли стать небесными покровителями воинства, но стали и теми святыми, которые исцеляют от недугов и грехов, и тем самым способствуют обретению человеком своего цельного и гармоничного образа становления личности. Так сформировался воспитательный идеал нашего воспитания. И этот идеал вобрал в себя и празднуемый в этом году дата, посвященная именно 800-летию князя Александра Невского. Александр Невский, со дня его рождения исполняется 800 лет в этом году. Конечно же, он является для нас непобедимым полководцем, мудрым правителем, святым. Воинская слава навеки вписала его в историю нашей страны. Он стоял у истоков нашей государственности. Это имя России, знамя победы, символ единства и образа веры. Это наш народный лидер и национальный герой. В этой связи я бы хотела вам сказать, что сейчас в Санкт-Петербурге создан сайт Александра Невского, 800-летия Александра Невского. И вот как раз вот на этот сайт мы можем сейчас выйти. На сайт у нас есть ссылка? Да? На этот сайт мы можем сейчас выйти и посмотреть, чтобы вы могли с помощью этого сайта тоже проводить какие-то, может быть, мероприятия, связанные с воспитательным процессом. Вот этот сайт мы видим с вами. На сайте есть различные окошки, где вы можете увидеть о самом Александре Невском, календарь событий, новости, публикации, фото, видео для СМИ. И вот мы сейчас хотели бы посмотреть интервью председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Маркова, который дал свое интервью в брифинге 10 февраля в Мариинском дворце и призвал журналистов активнее освещать события предстоящего юбилея небесного покровителя, который предполагается у нас в сентябре, и, значит, больше рассказать о личности великого святого земли русской. Вот послушаем его интервью. Оно небольшое. Что касается сайта, посвященному святому благоверному князю Александру Невскому, мудрому управителю, талантливому дипломату, непобедимому полководцу, небесному покровителю нашего города. 800 лет великому святому земли русской. 800 лет. Вот самое главное, вот чтобы эта дата для города святого апостола Петра не прошла незамеченно. Чтобы вот цикл мероприятий, различных торжеств, еще что-то, посвященное святому, он обязательно должен пройти. Это несет громадную, прежде всего, воспитательную нагрузку. И для всех нас мы понимаем, ну, давайте говорить откровенно, он сохранил Россию в том виде, в котором мы сейчас вот живем. Он сохранил нашу православную веру, благодаря своим, прежде всего, дипломатическим способностям, благодаря своему воинскому мастерству. И вы представляете, он в 20, я подчеркиваю, в 20 лет одержал и одерживал великие победы. Это вот что касается молодежи, чтобы вы знали. В 20 лет. Он всего прожил, принял перед смертью монашеский постриг, когда возвращался уже из Орды.
Ну, и прожил-то он, по одним данным, вот я говорил со специалистами, которые являются биографами святого благоверного князя Александра Невского, 42 года, ну, около 43 лет. Они говорят, что для того времени это нормальный возраст, нормальный возраст. Но, еще раз говорю, вот то, что он сыграл в истории нашего государства, в той истории, в этой истории, и для будущего истории, это действительно величайший святой земли русской, небесный покровитель нашего города. И посмотрите, как Петр I поступил. Посмотрите, когда он российскую столицу здесь, столицу Российской империи сделал, он сразу же задумался, а кто будет небесным покровителем нашего города. Вот за всю историю наш город не ступала ни одна нога вражеского солдата. Никто не смог войти. Шли, безусловно, пропускали, но только колонны пленных проходили. Колонны пленных. А так нет. Его никто никогда не брал, не завоевывал. И я убежден в том, что это будет мероприятие, связанное с торжествами по случаю 800-летия великого святого земли русской. Эти мероприятия привлекут, и здесь будут и руководители нашего государства, и руководители Русской Православной Церкви, руководители других конфессий, потому что это великий праздник для всех. Я еще раз хочу подчеркнуть, что в нынешнее время, вы заметили, вот и митрополит Санкт-Петербургский, Ладожский, владыка Варсонофий, и другие православные батюшки наши, они не ушли из храма. Вы посмотрите, сколько каждый день на службе находится в храмах православных. Сколько каждый день. Я уже не говорю о том, что владыка Варсонофий подвижническую деятельность осуществляет. Облетал на вертолете, по Кольцевой, там другие. Это великое благо для нашего города, что не ушли из храма православные батюшки. Каждый день идут молитвы. Так же, как у нас здесь, в нашем храме святителя Николая Чудотворца, каждый день служба. Я всех вас, коллег, журналистов, всегда приглашаю. Посещайте эту службу. Он открыт. Это, еще раз подчеркиваю, важно для воспитания и подрастающего поколения. А самое главное, если хотите, чтобы по жизни все было хорошо и шли по жизни с открытой, незамутненной душой, незамутненным сознанием, сердечно, это обязательно необходимо приобщаться, осуществлять. Убежден, что у каждого из нас вот на этом пути есть святой благоверный князь Александр Невский. Поэтому освящайте вот это событие, которое нам предстоит с вами быть. Мы будем счастливы, потому что мы будем участниками вот этих великих событий. И которые, поверьте мне, привлекут внимание всего мира. Вот это событие 800 лет святому благоверному князю Александру Невскому привлечет внимание всего мира, независимо от той веры, которую они... Вот такое воззвание Вячеслава Маркова. И, конечно же, мы можем констатировать, что действительно сегодня имя героя Александра Невского для современной России, которая провозгласила новую идеологию патриотизма, является очень актуальным. И князь Александр Ярославович во все времена давал примеры верного сына Отечества, доблестного воина, мудрого правителя. Поэтому на этом воспитательном идеале можно воспитывать наших кадетов. Так, следующий. Ну вот, если, опять же, обратиться к жизненному пути святого Александра Невского, то мы понимаем, что такие как бы, ряд существенных обстоятельств, которые могут говорить о том, что действительно это важно и что мы можем учитывать при изучении его жизни. Ну, во-первых, уже, как было сказано, это небольшой такой период его жизни по продолжительности, всего лишь 42 года, но мы видим, что память он оставил не только на все 13-е столетие, там, значит, изменения произошли благодаря его деятельности, но и до сих пор, и сейчас это настолько актуально для нас, для нашего времени, именно вот эта его позиция сохранения Отечества, умножения его.
Кроме того, мы понимаем, что нет единой картины жизненного пути и подвигов героя. Есть единственные исторические источники. Это повесть о житии и храбрости благоверного великого князя Александра и степенная книга царского родословия, которые могут дать информацию нам для знакомства с этой личностью. Кроме того, мы понимаем, что Александр Невский имеет всероссийское почитание. Знаем, что его избрали одним из таких выдающихся лидеров Отечества нашего 3 года назад. И поэтому в образе Александра Невского к началу 21 века воплотился национальный идеал, который вобрал в себя многовековые представления народа о герое, который проявил себя в разных сферах служения и деятельности. Конечно же, неоспоримы те факты, которые связаны и с таким, ну, что ли, с такой позицией Александра Невского как человека, военачальника. Однако, кроме этого, мы можем сказать, что он еще не только был военачальник России, но он еще и был лидером. Лидер – это носитель идеи правды, просвещения народов, освободитель от внешних врагов, захватчиков, врагов тьмы, неверия, сомнения, гордости, лени. И он знает верные пути и ведет по ним свой народ к благу, сознавая всю полноту ответственности за результат. Александр Невский востребован в условиях укрепления России на мировой арене и усиления ее политической позиции в международных вопросах в современной ситуации. В этом году мы презентовали уже книгу «Методические рекомендации», которые написали коллеги из Санкт-Петербурга, Высокова Виктория Олеговна. Вот я как раз здесь тоже хотела бы обратиться к ее опыту. Вот, вернемся, да, немножко. Вот эти слова, которые я сейчас прочитала, это как раз слова из методических рекомендаций, которые были написаны частично и Викторией Олеговной. Однако наибольшим педагогическим потенциалом, который мы можем использовать при изучении жизни Александра Невского, является древний памятник, это повесть о житии и храбрости великого благоверного князя Александра. Она как раз, этот памятник и лег в основу для последующих исторических исследований и литературных сочинений. Поэтому, когда мы будем знакомиться или знакомить своих учащихся с его жизнью, то, конечно же, нужно обратиться к этому памятнику. Василий Осипович Ключевский отмечал, что жития использовались как назидательная литература, постигая которую человек обретал примеры для подражания в раннем детстве и образы для совершенствования по мере взросления. Вот раньше на Руси было традиционным читать жития своих святых, в честь которых названы дети. И семейные такие чтения с чтением житий святых были, ну, я бы сказала, основным таким занятием вечерним, когда уже не было света и нельзя было чем-то иным заниматься. А современным школьникам, живущим в эпоху постмодернизма, конечно же, житейная литературу будет, ну, так скажем, трудночитаемой и несколько даже, может быть, наивной, мифологизированной, но все-таки использовать этот текст как навигатор жизненной стратегии через то, чтобы все-таки устраивать вот это самостроение, саморазвитие ребенка, воспитанников кадетов, конечно, важно. И ввиду этого принцип ориентации на идеал, он должен главенствовать в методике духовно-нравственного воспитания и задавать вектор в содержании, к движению к идеалу. Поэтому, конечно же, Александр Невский для нас предстоит, вот если опять же вернуться к его воспитательной основе, да, так вот это мы сейчас проговорили уже, вот, что он, ну, как бы соединяет в себе триаду качеств личности: гражданин, семьянин, христианин.
И вот если его рассматривать как гражданин, то он дает пример государственного и общественного служения, семьянин любви к ближнему, христианин верности к Богу, к его заповедям и к его законам. И вот все это мы можем найти в тех источниках, о которых мы говорили, и попытаться это донести до наших воспитанников. Что еще можно сказать про князя Александра Невского? Это то, что он является победителем не в смысле силы. Он побеждал также и словом. Он владел словом как мечом. И не случайно в житиях описывается о том, что он был еще и просветителем. Князь учил своих бояр не пьянствовать, не брать взяток. То есть все те пороки, которые, в общем-то, современные сейчас. Понятие «победитель» в житии Александра Невского получает широкое значение. Это победитель неправды и зла. И поэтому, конечно же, Александр Невский, обращаясь к помощи святых своих князей Бориса и Глеба, покровителей и предков Александра Ярославовича, всегда будет для него как небесное воинство, которое охраняло его в его ратных делах. Кроме того, интересен факт того, что Александр Невский провозглашал линию сотрудничества и содружества как светской власти, так и священства. И это подчеркивает характерную для Руси симфонию властей, единство меча и посоха, государства и церкви. И много внимания, конечно же, Александр Невский уделяется в житие кончине Александра Невского. Сегодня этот эпизод может иметь большое значение в воспитании молодежи. Что за этот эпизод? Было такое чудо дивное и памяти достойное. Когда было положено святое тело его в гробницу, тогда Севастьян Эконом и Кирилл митрополит хотели разжать его руку, чтобы вложить грамоту духовную. Он же, будто живой, простер руку свою и взял грамоту из руки митрополита. Надо сказать, что духовная грамота на Руси обозначала завещание правителя, касающегося, как правило, земельного наследия. И историки видят в великокняжеских духовных грамотах источник, который отражает процесс собирания и дробления русских земель. Так вот, важно отметить, что из всех князей русская православная церковь причислила к лику святых тех, кто всем своим земным житием заботился о сохранении земного отечества, православной державы. И впоследствии именно к памяти святых Андрея Боголюбского и его продолжателя святого Александра Невского, как покровителей, возвращались мысли основателей русского самодержавия. Принятие почившим Александром Невским духовной грамоты из рук митрополита Кирилла может рассматриваться как завещание своим потомкам, самодержцам, удержать свои земли от беззакония и неправды и поддержать в народе духовное единство. Мы с вами видим, что много таких вот житийных моментов, которые очень полезно было бы рассказать и побеседовать с учащимися на эту тему и выявить отсюда ту мораль, ту нравственность, которую необходимо нам передавать потомкам. Использование педагогического потенциала героев Отечества таким образом мотивирует подростков к прочтению исторических и литературных источников, тем самым расширяет их культурный кругозор и обогащает ценностно-смысловую сферу, сосредотачивает их внимание на изучении славного опыта героев и позволяет осмыслить значение подвига вне времени и истории. И, конечно же, облегчает процесс самоопределения в утверждении своего жизненного пути. Вот так, если коротко сказать о педагогическом потенциале изучения героев Отечества, воспитания наших кадетов, я сегодня попыталась вам этот вопрос донести. Следующий вопрос, который мы с вами рассматриваем, это вопрос музейного потенциала. Как музейный потенциал, включаем мы сейчас видеомузей, Дмитрий Валерьевич, музей, как у нас музейная работа помогает тоже воспитанию героев, воспитанию наших кадетов. 12-я школа сейчас у нас
будет подключена, вот этот потенциал мы сейчас с вами услышим. Общеобразовательная школа номер 12 города Сыктывкар. Спасибо. Да. Спасибо большое. Очень приятно сегодня участвовать здесь. Добрый день, во-первых, всем, кто присутствует на нашем семинаре. И очень приятно, что поднимается вот этот вопрос не просто духовно-нравственного воспитания в экскурсионной деятельности. Очень интересная форма. Сейчас я заслушалась даже, думаю, как бы ее применить на практике получше, потому что действительно очень продуктивный вид, метод работы предложен. Но мне хотелось бы поговорить о том, что вот и школьные музеи, которых у нас достаточно в республике и в городе, они имеют очень большое значение в духовно-нравственном воспитании учащихся. Мне кажется, они немного недооценены еще, потому что это как раз то, что позволяет воспитывать учеников не голословно, не вот там где-то что-то происходит, а конкретно на своих примерах. Ведь наш музей, во-первых, имеет полное название «Музей боевой и трудовой славы средней школы номер 12 имени Олега Кошевого». И основные экспозиции, конечно же, две. У нас много экспозиций, но вот две основных. Это деятельность подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия». Не просто так появилась эта экспозиция в 1947 году, а школа образована в 1936 году. Вот буквально через 11 лет после образования школы, школе было присвоено имя героя Советского Союза Олега Васильевича Кошевого, одного из руководителей вот этой подпольной организации. И естественно, что в музее большое место уделяется вот работе в этом направлении. И опять же, это не голословно, потому что, смотрите, в 1937 году, 47 году, извините, школе было присвоено имя, а в 48-м уже первая группа ребят отправилась в Краснодон. Поэтому все материалы, которые там выставлены, это не просто картинки какие-то, плакаты, это то, что было увидено собственными глазами детьми, это то, что было там услышано, прямо по горячим следам. В 1943 году молодая организация была, ну как сказать, уничтожена, так можно сказать. Вот. И тоже вот из общения с людьми, вот это живое, то, что вошло здесь, да, воспоминания тех, кто впервые бывал, кто сразу бывал, вот это имеет очень большое значение. Вот этот раздел. И второй раздел – это история школы. И история школы через судьбы выпускников, которыми школа гордится. Поэтому вот экскурсионная деятельность в школьном музее, она не просто вот так информационный характер носит, а она, конечно же, ведется на богатом фактическом материале. И с учетом и возрастных особенностей детей, и классных коллективов, и времени, когда проводится экскурсия, и вот того, как воспринимают дети эту информацию. Поэтому я считаю, что в музее, конечно, экскурсионная деятельность, вернее, экскурсионная деятельность школьных музеев имеет огромное воспитательное значение. Но позвольте мне немножечко представить музей, а потом вот влиться в общий разговор. Следующий слайд, пожалуйста. Вот здесь подробно уже близко видно, что это раздел Молодой гвардии, подпольной организации «Молодая гвардия». И, конечно же, но особенно в рамках нынешнего года, 75-летия Победы, вот это воспитательное значение, потенциал вот этого разговора с детьми. Я не могу назвать это экскурсиями, потому что экскурсия – это когда ты знакомишь с чем-то, а тут не знакомишь, а приобщаешь. У нас идет вот такое приобщение, скорее всего, потому что очень много фактических материалов. И рисунки детей того времени, и роман, вот один из первых романов, который был избран «Молодая гвардия». Детей поражает то, что это огромная организация, самая большая подпольная организация, молодежная, которая действовала в годы Великой Отечественной войны. И около 100 человек она объединяла, и 80 с лишним человек были казнены. По сути дела, подростков. И вот это как раз приобщение того, даже не приобщение, а понимание детьми того, что они были практически ровесниками их, вот это, конечно, заставляет ребят о многом задуматься. Ну, следующий слайд, чтобы познакомить уж с музеем. Следующий слайд – это как раз одна из экспозиций, самое начало становления школы, 36-й, 40-й годы. Это как раз
через фотографии знакомства с судьбами людей, которые, по сути дела, в большинстве своем прошли через Великую Отечественную войну. Это и воевали, и в тылу были. И вот рассказы об этих людях, они тоже имеют очень большое значение. И ребят мы привлекаем, конечно, но дело в том, что они чувствуют соприкосновение со временем. Через то, что это не какие-то люди, которые когда-то где-то воевали, были участниками. Это те, кто в их школе учились до них. По сути дела, вот, ну как, это одна единая семья, большая очень, да, семья. Следующий раздел. Это опять такой большой раздел. Это продолжаем историю школы, история школы через выпускников. Это 50-е, 60-е годы. Почему конкретно на этом хочется остановиться, и почему это так важно в экскурсионной нашей деятельности? Потому что с 1943 по 1954 год школа была мужской. Обучали только мальчиков-старшеклассников. Это было очень правильное в то время решение. Но для нас это интересно тем, что это поколение наших учеников дало так много известных людей, которые состоялись в жизни, с кого можно делать жизнь. Поэтому экскурсии вот по этому разделу, они, конечно, имеют очень большое значение. Рядом там еще видно временная экспозиция, это посвященная столетию ВЛКСМ. Да, о таких событиях тоже нельзя забывать, это тоже очень воспитывает детей. Еще хотелось бы обратить внимание, вот есть у нас гордость нашей школы, тоже следующий слайд, пожалуйста. Это наш директор, замечательный человек Борис Иванович Захаров, легенда, педагогическая легенда, я считаю, города Сыктывкара, очень известный человек и в городе, и в республике. И это человек, который был первым почетным, одним из первых почетных граждан города Сыктывкара, но под номером 1, потому что фамилия Захаров, да, начиная от алфавита, их 4 было. Это кавалер ордена Трудового Красного Знамени. Его имя занесено в Книгу трудовой славы Республики Коми. И вот на примере таких людей, жизни этих людей, естественно, мы и воспитываем детей. Поэтому я к чему веду разговор? К тому, что в школьных музеях, не только в нашем, любая экскурсия, это даже не экскурсия, это приобщение, это духовный рост детей. Потому что когда мы говорим с детьми, да, об этом, показываем им какие-то экспонаты. Вот там есть у нас, скажем, выпускник школы привез в дар школе камни, которые собрал, будучи в экспедиции в Антарктиде, да. То есть, понимаете, вот и оказывается, можно и там побывать, да, и здесь, и попробовать что-то, пощупать своими руками. Поэтому это, конечно, школьный отдельный разговор. Отдельный разговор, и я хочу сказать, что мы всем этим богатством, конечно, пользуемся. Но поскольку сегодня у нас идет разговор об образовательном путешествии больше, правда, вот от новых методиках, я бы хотела поделиться небольшим опытом в этом направлении. Можно следующий слайд? Опять же, вот она экспозиция, посвященная Борису Ивановичу. Сердце отдано школе. Борис Иванович Захаров, известнейший человек, все материалы, диплом об окончании института, наградные материалы здесь, его личные записи, тетради, фотографии, отражающие его деятельность, и мальчик, который смотрит на эти экспонаты. Это человек, молодой человек, которому дано задание, у него поручение, своеобразное поручение, он должен изучить эти материалы и попытаться определить, что же там главное, и донести до своих одноклассников. Я считаю, что вот такая подобная деятельность в школьном музее, она помогает как раз и развивает, и поднимает личность, и вызывает какой-то интерес. Вот. И далее прообраз такого, я, конечно, не назвала бы это образовательным путешествием, но это уже не просто экскурсия. Можно следующий слайд? Опять же, мы практикуем, что... вот посмотрите. Это элементы нашей экскурсионной работы, когда класс приходит на экскурсию, и он получает задание воспользоваться богатым материалом музея. Задание такое – рассказать, а кем можно стать, если учиться в школе, иметь свою мечту и уметь ее реализовать.
Поэтому за каждой фотографией на стенде это биография людей, но людей значимых. Да? Вот было дано задание найти среди выставленных экспонатов, среди там, фотографий, да, фотографии людей, которые являются заслуженными работниками любой отрасли Республики Коми. И вот ребята ищут эти материалы. Дано им время, они смотрят какие-то там, ну, может быть, где-то фотографии рассматривают, где-то там папочки им даны об этих учениках. Да? Вот они находят и выбирают свою область какую-то. Можно следующий слайд? Потому что они разновозрастные ребята у нас. Угу. Нет, там перепрыгнулось немножечко. Еще сюда-туда. Видите, разного возраста ребята, но очень хорошо здесь видно вот этот неподдельный интерес. Этот неподдельный интерес, потому что они определяются, да, в культуре, в искусстве. Выпускников у нас очень много. Есть заслуженные художники, Энгельс Васильевич Козлов, Татьяна Васильевна Васильева, да, есть ученые, есть врачи, есть какие-то военные люди, да, военные специальности свои, вот герои где-то, да, разные. И вот когда ребята изучают все это, приобщаются к этому, ну, конечно, тогда получается, что они еще и духовно растут. Духовно растут. Вот это знакомство с нашим музеем, а мне хотелось бы сказать, что все-таки экскурсионная деятельность в школьных музеях, она имеет очень большое значение, потому что, когда мы разговариваем с учащимися, ведь в основном в музеях работают учителя, они видят перед собой ребят. И я хочу сказать из собственного опыта, из опыта коллег, что ни одна экскурсия на другую не похожа. Не получается экскурсий одинаковых. Потому что перед тобой разные люди, разный возраст, разные восприятия. Иногда это же подростки, они заходят самоуверенные очень, что они все знают, что они здесь уже бывали, что они все видят. И вот очень важно заинтересовать и приобщить их. И очень важно, чтобы они как раз брали что-то для себя. А для себя взять им можно очень и очень много, потому что, я еще раз повторяю, ну, может, так сложилось, что у нас очень много состоявшихся выпускников, очень известных людей, и то, что они учились в нашей школе, вот это всегда поражает. Вообще, не просто в нашей, в любой школе это есть. И то, что они одни из них, вот это, вы знаете, помогает детям определиться с тем, что самое главное иметь мечту, и самое главное уметь добиваться своей цели и реализовать ее. Я вот считаю, что основная такая деятельность, воспитывающая деятельность школьных музеев, даже не столько в предоставлении информации, богатой информации, архивы богатые очень в школьных музеях, а именно вот это поднятие ученика до определенного уровня, до уровня понимания того, что все начинается в школе. Это не ради красного словца сказано. Потому что человек имеет мечту. Учитель помогает ее осуществить. Вот здесь, да, вот здесь, ребята, мы рассказываем, например, о том, что одним из наших выпускников 1953 года, является Владимир Иванович Сенькин. Вот опять сейчас говорили о культурном наследии. Это бывший главный архитектор города Сыктывкара. 24 года он был главным архитектором города Сыктывкара. И вот когда мы рассказываем, доходим до стенда, где о выпускниках этого года рассказывается, и мы начинаем рассказывать, а вот он, а как? А я говорю, вот посмотрите на улицу Коммунистическую. Какая она у нас, да, красивая, центральная улица города. А ведь это его юношеский проект. Вот он пришел с этим проектом в архитектуру города Сыктывкара. Толчок для того, чтобы он стал архитектором, я опять рассказывала, дал ему учитель нашей школы в то время, Вениамин Зусманович Эдельгаус, который вот рассмотрел в мальчишке задатки будущего архитектора и как бы определил его дорогу в жизни. Владимир Иванович в свое время говорил о том, что он никак не думал, что он будет архитектором, он просто очень хорошо рисовал. Учитель увидел поставленную руку и порекомендовал. Вот он все время вспоминал его как своего наставника здесь. Да? Поэтому очень много таких примеров можно привести. Все начинается со школьной скамьи. Поэтому вот эти экспозиции в школьных музеях, их надо использовать как можно шире.
Опять же, это такое, ну как вот сказать получше-то, почему это еще такое важное значение в духовно-нравственном развитии имеет? Потому что когда мы преподаем различные предметы у себя, как учителя, ИЗО, например, да, литературу, математику, для детей иногда вот это все кажется, ну вот кто-то что-то придумал, кто-то это. А когда даешь на конкретном материале и показываешь еще все это. Вот можно следующий слайд? В традиции нашей школы это экскурсии, еще самый предпоследний там еще. Вот. Видите, здесь на экскурсии молодые учителя, то есть те, кто пришли в школу. Казалось бы, зачем им-то вот эту экскурсию в школьном музее? Во-первых, они должны знать историю того учебного заведения, где они работают, конечно, в котором они работают, и должны понимать, что можно конкретно использовать для более эффективной работы с учащимися. И здесь они представители самых разных предметов школьных, да, самых разных. Там и учителя физкультуры, и учителя иностранного языка, математики, да, и есть для каждого что-то такое здесь в музее в нашем, да, что они могут взять на вооружение. Потому что очень много спортсменов известных заканчивали школу, да. То есть вот, пожалуйста, учителя физкультуры могут уже вести предметный разговор и рассказывать о них. То есть, ну, приобщать к духовному началу того, с чего начинается вот все здесь у нас в наших образовательных заведениях. Поэтому мне хотелось бы вот еще что сказать. Я очень много уже говорю, что потенциал школьных музеев, он как раз и, наверное, заключается в том, что в музеях наших школьных хранится очень много того, что позволяет, ну как можно сказать, именно приобщиться к духовной культуре, к духовному наследию. Вчера буквально в новостных передачах по телевидению очень широко было разрекламировано то, что в республику поступили, как это называется, копии газеты «Правда», да, от 10 мая 1945 года. Чудесный вариант, там все. Но я хочу сказать о другом. А мы с гордостью отмечаем, у нас подлинник этой газеты в музее есть. Я сегодня уже детям показала его, потому что, ну как, вот они должны знать, что волнует республику сегодня, что где-то что-то есть. И они с таким чувством гордости, там ротопритное издание, а у нас подлинник. Понимаете, вот это как раз то самое ценное, что надо использовать в школьных музеях. Это приобщение, это не отвлеченное какое-то погружение во что-то, да. И экскурсионная деятельность, с чего мы начали, школьных музеев, это не просто экскурсии, это всегда приобщение, да. И я с гордостью могу сказать, что у нас до 1500 посещений в год. Это для школьного музея это очень много, это очень хорошо, да. Я считаю, что мы свою функцию это выполняем. Итак, уважаемые коллеги, мы с вами познакомились с опытом работы музея школы номер 12 города Сыктывкара, и Нина Петровна очень подробно рассказала о системе работы музея. Но мы с вами продолжаем наш план, и сейчас предлагаем выступить, даю слово Галине Николаевне Кравченко, председателю общественного совета при Министерстве образования Республики Коми и также руководителю Ассоциации образовательных организаций, носящих имя героев. Пожалуйста. Уважаемые друзья, здравствуйте. Очень приятно, нам вот сотрудник института сказал, что где-то больше 20 человек подключились к нашему семинару. Я очень надеюсь, что наше такое общение сегодня, оно даст положительные ростки вот именно в вашей работе по патриотическому воспитанию учащихся. Конечно, как сказать, лично я не претендую вот в своем выступлении на то, что я истинно в первой инстанции, потому что я рассматриваю семинар, каждый из нас, участвуя в семинарах, как сказать, слышит какую-то информацию, берет себя на вооружение, что-то ему нравится, что-то не нравится, с чьей-то точки зрения он согласен, с чьей-то не согласен, но в конечном итоге вам решать на месте,
как выстраивать вашу работу. Но очень хочется надеяться на то, что и мои мысли, и мой маленький такой вклад вот в этот семинар, в этот диалог, он будет полезным. Еще скажу, что вот кадетское образование, общественное движение кадетское в сферу моих интересов не входило. Но я благодарна институту за это приглашение, которое дает возможность сегодня пообщаться с представителями школ, которые занимаются кадетским образованием. И естественно, что, готовясь к этому семинару, я попыталась разобраться в базовых вещах. Я понимаю на сегодняшний день, что кадетское образование как часть образования в общем и целом, она уже значительная, эта часть, востребована оно и как среди учащихся, и как среди родителей, и оно сегодня уже завоевало такое свое место под солнцем, которое требует и внимания со стороны органов государственной власти и со стороны общественности, институтов гражданского общества. Ну вот я для себя попыталась, как сказать, определить, разобраться, что же такое кадетское движение России. Это сообщество общественных организаций, объединенных едиными принципами служения Отечеству и общими принципами общественной деятельности в России. Мне лично это импонирует, что вот общественное движение, кадетское общественное движение, это не однобокое, что только изучение казачества, истории казачества, что это изучение вот общественного движения кадет, но оно базируется на общих принципах общественной деятельности в целом России. Воспитание кадет ведется на основе исторических кадетских традиций в первую очередь, но формируется система воспитания кадет на основе базовых ценностей, на примере служения Отечеству выдающихся государственных военных деятелей России, ее героев и личном примере своих учителей, что очень и очень важно. Мне импонирует то, и я это увидела по документам, которые сегодня можно найти в интернете, в частности, что воспитательные принципы кадетского образования категорически отрицают либеральные установки на формирование экономически мотивированных потребителей со стандартами мышления. Воспитание потребителя, умного, разумного потребителя и патриота своей Родины, я считаю, я уверена в том, что это неоднозначные понятия, это исключающие одно из другого. Наш с вами диалог, семинар проводится в феврале. Февраль по традиции нашей страны, считается месячником оборонно-массовой работы. И я считаю необходимым и возможным обратить ваше внимание на то, что День защитника Отечества, к сожалению, в обществе стал упрощаться. Стало такое, знаете, обывательское отношение к этому дню, оно уже заметно. Ну что, это вот праздник всех мужчин и всех мальчиков. Но мы же прекрасно понимаем, особенно вот те школы, которые занимаются кадетским образованием и воспитанием, вы более чем, например, с моей точки зрения, другие, понимаете, что это не одно и то же. И что 23 февраля – это не праздник, это день, установленный государством, День защитника Отечества. Это день, когда общество отдает уважение и честь защитнику Отечества. Это день славы, доблести, чести и справедливости. И в то же время это день памяти и скорби. И это вот в течение этого месяца мне пришлось, ну, так получилось, что я смогла посетить несколько мероприятий в образовательных учреждениях патриотической направленности. Я вам должна сказать, что не все мы можем делать так, как надо. И некоторые бы, например, мероприятия, я бы, такая моя точка зрения, образовала, что лучше бы их не проводить, чем мы их проводили, потому что они ничего положительного по причине такой слабой проработки, слабой подготовленности с точки зрения содержания, а такого упрощенного подхода, что 23 февраля – это день, праздник всех мужчин и всех мальчиков. Ну вот я думаю, что неподготовленные мероприятия
не только в кадетских образовательных учреждениях, а вообще их лучше не проводить. Но я думаю, что те, как сказать, педагоги, которые сегодня участвуют в этом семинаре, эти вещи хорошо понимают, знают и умеют проводить свои мероприятия. Уважаемые участники семинара, не сказать об этом, ну, просто нельзя, потому что мне кажется, что теряется весь смысл, почему мы сегодня вот проводим этот семинар. Но мы знаем, что январь захлестнули вот эти протестные акции 23 января и 31-го, да? Я не свою мысль скажу и не своими словами скажу, я приведу вам слова, как вот обозначены эти акции, слова выдающегося историка, политолога Кургиняна. Я думаю, что он очень часто принимает участие во всех вот этих ток-шоу, которые транслируются по центральному телевидению. И, наверное, многие из вас его знают. Так вот, он назвал эти акции протеста халуйским мятежом на иностранные деньги. Я разделяю эту позицию, потому что организаторы, которые организовали акции, которые вышли на эти акции, они абсолютно не, как сказать, не имели в виду вот, население в общем и целом. Они имели в виду совершенно другие цели. И вот эти двойные стандарты и отношения к Навальному, они формируются не на региональном уровне, не на уровне нас с вами, а так вот по словам Кургиняна, что на самом высоком уровне органов власти, потому что у нас власть сегодня представлена все разными, многопартийная у нас система, разными политическими партиями, и то, что сейчас общество наше вот раздирает все эти вот либеральные ценности, это, конечно, ну, не есть хорошо, и эта ситуация, она усложняет деятельность педагогов в общем и целом по организации воспитательной работы в образовательном учреждении. Но давайте задумаемся, хорошо, мы пережили, как сказать, январь, мы пережили эти акции, мы знаем, что организаторы делали ставку на молодежь, на школьников, на школоту, как они выражаются, и вот задаться вопросом, есть вообще сторонники среди учительской, педагогического сообщества, есть сторонники навальновских акций? Однозначно можно ответить, что они есть. И я должна сказать, что вот эти акции, эти выступления, они будут увеличиваться. Это пока передых. И увеличиваться они будут с каждым, знаете, с каждой публикацией, с каждой передачей, с каждым образованием какого-то учебного заведения вот на иностранные деньги. Это все будет расти и увеличиваться. И с каждой нашей неопределенностью, если мы будем вот не определившись неопределенно относиться вот так вот, знаете, по-обывательски подходить, как Дню защитника Отечества, к этим акциям, не будем разбираться в наших базовых принципах, не будем понимать, что Россия, наша страна, наша Родина, она никому сильно не нужна. И почему сегодня вот делается ставка на детей? Да, тоже очень просто. Кто-то из великих сказал, если ты хочешь завоевать страну, возьми на воспитание своих детей. А мы прекрасно знаем, вот Маргарита Симонян, она неоднократно по центральному телевидению выступала и говорила, что в 90-е годы какое большое количество нашей молодежи, начиная со школьников, прошли обучение в Соединенных Штатах Америки, в том числе и господин Навальный. Но мы же взрослые люди, мы же все прекрасно понимаем, что для чего это делается. Это делалось не для того, чтобы воспитать патриотов России. Поэтому мы сегодня пожинаем то, что вот имеем, и нам никуда не деться. Сегодня учителю истории, обществознания очень трудно определиться в вопросах и преподавания предмета, например, истории обществознания, и в организации воспитательной работы. Потому что мы видим на уровне органов государственной власти двойные стандарты. И вот чтобы завершить вот эту мысль,
Мы же понимаем, что вот сейчас очень много таких выступлений, которые, жалоб, после задержаний, которые происходили во время этих акций, по осуждению тех, кого задержали, что не всегда это справедливо, не всегда это было корректно. И на сегодняшний день, вот как мне кажется, что очень многие растерялись, начиная с органов власти, заканчивая как бы системой образования, системой других органов власти, которые непосредственно также участвуют в государственном воспитании наших детей, нашей молодежи. Мы, по сути дела, вот знаете, те наши воспитательные методы, формы и методы, они как бы стрельба по воробьям, потому что гибридная война, и мы ее пока проигрываем. И это говорю не я, это говорят те люди, которые занимаются изыскательской деятельностью в этой области, являются компетентными в этой области. И четко говорится, что наша страна втянута в гибридную войну, и что мы сегодня в этой гибридной войне проигрываем, а проигрываем мы конкретно по организации воспитательной работы непосредственно в образовательных образованиях. В частности, мы сегодня говорим о кадетских образовательных учреждениях, потому что вот в плане патриотического воспитания кадетские образовательные учреждения, они, конечно, на порядок находятся выше от других образовательных учреждений, как мне кажется. Но чтобы еще в этой связи хотелось бы отметить, что, понимаете, мы провинция, республика Коми, мы окраина страны, да, и нам до Бога высоко, до царя далеко, но мы государство, и мы на сегодняшний день имеем все возможности формировать свои принципы, свои подходы вот в нашем государстве к воспитанию молодежи, к воспитанию наших детей в образовательных учреждениях, в том числе и кадетских. И вот в данном случае могу привести пример, что Институт развития образования в этом плане провел очень такое существенное мероприятие, это рождественские образовательные чтения, где Александру Невскому было уделено центральное место, и тема была обсуждение подвига Александра Невского. И в рождественских чтениях принимало участие большое количество нашей педагогической, родительской общественности. И есть результат этих чтений. По итогам были приняты рекомендации, которые доведены до Государственного совета. И на сегодняшний день вот это сообщество рождественских чтений четко, конкретно, недвусмысленно поставили вопрос перед Государственным советом и перед правительством республики о разработке государственной программы по патриотическому воспитанию молодежи и школьников. Но на сегодняшний день пока еще эта работа идет ни шатка, ни валка, но очень хочется надеяться на то, что такая государственная программа будет разработана, она будет действительно выверена со специалистами, с общественностью, будет нацелена на конкретный результат. И мы с вами, естественно, что когда эта работа организационная закрутится, я полагаю, что и все участники нашего семинара в меру своих сил и возможностей примем в этой работе участие. И еще в этой связи, значит, когда эти все акции состоялись, то я имела возможность, необходимость, я публично выступила и обратилась к учителю, который также участвовал в этих акциях, он сделал одиночный пикет, это Тушканов Никита Алексеевич. Значит, он выступал за свободу слова. Так вот, подтверждение о том, что это халуйский мятеж, я могу, по этому поводу тоже сказать. Если мы выступаем за свободу слова, то это должна быть свобода слова для всех, да? Вот Никита Алексеевич выступил, он как учитель просил свободу слова. Я выступила также в средствах массовой информации на Коминформ, и я сказала, что учителю нельзя таким образом себя вести, потому что учитель – это пример для учащихся. Какой пример на сегодня показал учитель, выйдя с таким плакатом? Вы можете, я не буду сильно время ваше задерживать по этому поводу. У меня есть страница ВКонтакте, вы можете зайти
на мою страницу и прочитать этот вот мой пост, что я там написала. Я не касалась Навального, я не касалась сути этих акций. Я говорила о моральном поведении учителя. И я вам должна сказать, что уже прошло какое-то время, и естественно, что когда меня там матом обругали на странице «Контакт», когда там, ну, сказали такие вот просто слова, которые просто на голову неприемлемые в диалоге взрослых конкретных людей, те слова, которые я услышала в свой адрес. Но по прошествии уже какого-то времени и посмотрела, как дальше стали развиваться события, я пришла к заключению, что я правильно сделала. Почему? Да потому что вот организаторы этих акций, а акции организованы на иностранные деньги, и там был четкий, как сказать, расчет на то, на провинцию, именно на учителей, которые преподают сегодня историю и обществознание. Такой же, как сказать, инцидент получился в Ростове-на-Дону, где учитель года, который работал в 2 школах, частной и государственной, также попал под эту раздачу, что его администрация осудила за этот выход на эту акцию. В частной школе с ним даже не стали разговаривать, сказали, что ваши политические убеждения для нас не подходят. И вот в этой связи, в своей правоте я хочу как бы перед вами, может быть, даже и объясниться, потому что мне кажется, что это вот длинная такая составляющая, которая в нашей жизни будет присутствовать. И сегодня мы говорим, что, ну вот учитель, вот может он в социальных сетях размещать там какие-то свои фотографии или не может. Это у нас свобода. Мы сегодня что хотим, то и делаем. Вот недавно в Министерстве образования утверждались начальники управления образованием. В частности, среди них давали согласие на назначение начальника образования города Инты, которая сказала, что основной инструмент работы педагога – это личность педагога. Это не, знаете, невозможно это все прописать в каком-то законодательстве, где будет вот 2 × 2 – это 4. Это наша мораль, мораль нашей страны. И если учитель размещает в социальных сетях какие-то фотографии или выходит, совершает какие-то поступки, которые в обществе вызывают двойственное толкование, значит, вот эти моменты, они уже требуют каких-то административных воздействий. Хочешь демонстрировать себя, молодая учитель, в социальных сетях, красиво там, красиво свое тело, ну, тогда надо идти на подиум. Хочешь идти вот с плакатом «Ты сегодня обществовед», значит, тогда надо на других работах работать, но только не в школе. Еще я хочу обратить ваше внимание, вот суть-то моего выступления, вот я как бы подхожу к тому, что как бы мы начинаем, когда говорить вот о планировании воспитательной работы, о проведении всевозможных мероприятий в школах, да, мы сразу говорим, ну, денег у нас ни на что не хватает денег. Вот мы знаем, их не хватает действительно, их и не будет хватать, потому что на 2021 год отрасль образования, как и другие социальные отрасли, и финансирование значительно сократилось. Что же нам делать, учителям? Вот вам конкретно на месте. Разводить руками и говорить, у нас пандемия, нам возможности были ограничены, сейчас у нас денег не хватает, возможности наши ограничены, сегодня у нас там автобуса нет и так далее. Ну, наверное, это, как сказать, причины имеют место быть, но надо сегодня нам все вместе учиться обходить эти причины. И, значит, вот я, поскольку на заседании Общественного совета мы утвердили план работы Общественного совета, и я на этот момент также обращаю ваше внимание, что где-то планирую, что с понедельника этот план работы Общественного совета, он будет при Министерстве образования, он будет размещен на сайте Министерства образования, а также в группе «Контакты». Есть у нас группа такая, Общественный совет при Министерстве образования. Мы там это все разместим. И вот наши первые мероприятия, которые мы запланировали, это мы хотим рассмотреть на заседании Совета вместе с педагогическим сообществом, родительским сообществом те резервы, которые у нас имеются на сегодняшний день. Мы их недостаточно эффективно используем. Но в частности,
Вот если брать, какие резервы у нас находятся в отрасли, которые четко могут сработать на улучшение качества воспитательной работы, в том числе и в кадетских образовательных учреждениях. Вот мы говорим, в обществе вот распространена фраза «дети не читают». Дети не читают. В каждой школе у нас есть библиотека. А что делают в школах библиотеки? Выдают только учебники. Мы можем признаться себе, что работа школьной библиотеки соответствует вызовам времени. Не можем. Большинство школьных библиотек особнячком стоят в образовательном воспитательном процессе. Это неправильно. И вот кто-то из великих сказал, что есть преступления хуже, чем сжигать книги. Например, не читать их. На сегодняшний день активизация, наполнение другим, переформатирование, наполнение другим содержанием наших школьных библиотек нам дадут конкретные такие вот возможности улучшить воспитательную работу в образовательных учреждениях. Здесь очень много проблем. Я полагаю, что мы, обсуждая на заседании общественного совета, выйдем дальше, потому что есть концепция развития, международная концепция развития школьных библиотек, есть масса нормативных правовых документов, которые мы на сегодняшний день не используем. Поэтому я обращаю ваше внимание и не исключаю того, что от лица общественного совета мы будем обращаться в том числе и к вам, и будем просить вашу оценку, ваше предложение по улучшению работы библиотек. Это наш резерв. Вот сейчас мы прослушали выступление заведующей музея 12-й школы. Это тоже резерв. В большинстве наших образовательных учреждений есть музеи. Но мы слышим на каждом шагу, дети не знают наших героев. А тогда в чем заключается роль наших музеев, если дети в школах не знают наших героев? И вот что касается музеев, сегодня Нина Петровна много показала музей, много рассказывала о том, какие проводятся экскурсии, как они там, как сказать, на что ориентированы и так далее. Но мне кажется, я высказываю мысль вот в общественное пространство и прошу вас над этим подумать, что на сегодняшний день в образовательных учреждениях мы очень слабо подключаем детей, школьников к изыскательской деятельности. Именно вот музеи и должны занять вот эту нишу, привлечь детей к изыскательной деятельности. Мы же знаем, что плохих детей не бывает. Есть плохие организаторы. И каждого ребенка можно мотивировать, задать ему тему, чтобы он ее изучил. Это будет намного эффективнее, патриотичнее, потому что если ребенок изучит эту тему, он пронесет ее через душу, через свое сердце. Это будет намного эффективнее, чем мы одеваем ему береточку, даем ему там в руки, я не знаю, автомат, ставим его возле памятника, ребенок возле памятника постоял, вышел, у него в голове ничего не осталось, абсолютно. Вот. А вот изыскательская деятельность, она сегодня слабо представлена. Родители учащихся – это тоже резерв. И на сегодняшний день мы должны искать формы и методы работы с родителем. Это неправильно, когда родители приходят сегодня в школу и диктуют вот что-то свое. Ведь школа, по сути дела, образовательное учреждение – это второй дом для ребенка. А в ряде случаев это даже первый дом. Поэтому сегодня родитель в школу должен идти не только узнать оценки своего ребенка, но он должен активно участвовать во всех мероприятиях школы. Например, вот вы понимаете, сейчас, если даже посмотреть на сайте, вот я пример приведу, посчастливилось мне быть за границей и проживать в одной многодетной семье. Смотрю на холодильнике, у нее висит несколько бумажек. Я говорю, что это у тебя такое? У нее 3 детей. Вот у нее 4 бумажки. Значит, план школьных мероприятий и классных, где дети ее учатся. Вот у нее 4 этих плана мероприятий, они у нее на холодильнике. Мама может скоординировать и понимать, когда сегодня она с детьми идет к старшему ребенку на мероприятие, она идет со всеми на мероприятие в школу. А если мы сейчас задумаемся и ответим себе честно на вопрос, у нас часто родители бывают на мероприятиях? Ну, наверное, только когда мы их притянем за уши на родительское собрание,
1 сентября, 25 мая на окончание. Больше мы родителей там как бы не видим. А это тоже неправильно. Родители должны участвовать со своими детьми в нашей работе школьной. Школьные сайты. Ну, поскольку вот сейчас вот возглавляя общественный совет, я попыталась, насколько это возможно физически, посмотреть школьные сайты. И я должна сказать, в общем и целом, конечно, есть очень хорошие сайты. Вот буквально даже могу пример привести. Торгово-технологический техникум. Меня пригласили, я зашла на сайт, посмотрела, и когда я уже встречалась с директором, мне все было понятно по этому сайту. Что, где, когда в этом технике происходит, какие у него мастерские, какое у него общежитие, какое количество учащихся, педагогический коллектив, все в фотографиях, все, как сказать, имеют странички на своем сайте. То есть я шла, как будто я там уже побывала. Мне было очень легко разобраться. Но если в общем и целом посмотреть на эти сайты, они малоинформативны, они не говорящие, они перегружены вот той административной информацией, которая используется для внутренней работы школы. Очень редко сайт откроешь, где приветствует тебя директор, где говорит об истории школы, где приглашает местное сообщество, в том числе и родителей своей школы, вот к себе в школу. То есть сайты на сегодняшний день – это наш резерв. Это уникальный инструмент, современный инструмент, который должен работать на авторитет школы, на улучшение содержания воспитательной работы. Вот сайт открываешь, сейчас вот это ж легко на телефон сфотографировать. И фотографии. Что это за фотографии? Красивые фотографии, красивые дети. Но это не информативная информация. Если в школе прошел какой-то конкурс, но почему не сделать фотографии и не сопроводить этой информацией? Что это за дети? Какие они стихи читали? Кто им помог выбрать эти? Почему ребенок остановился на этом или на другом стихотворении? Где его душа и сердце, когда он участвовал в этом конкурсе? Это, к сожалению, на сайтах образовательных учреждений, в том числе и кадетских образовательных учреждений, к сожалению, я не заметила. Теперь по ассоциации школ. Это моя была инициатива, и она медленными, конечно, темпами, но общественное начало есть общественное начало. Но я думаю, что мы медленно вместе с Институтом образования и Министерством образования, медленно вместе с этими школами, медленно, но уверенными шагами будем идти к поставленной цели. Значит, у нас в республике более 30 школ, которые носят имена ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, ученых, деятелей культуры, ветеранов боевых действий, и других выдающихся лиц. Больше 30 школ. Вот, например, даже и есть школы, которые носят имена ветеранов Великой Отечественной войны, тех больше. Вот, например, вы сегодня слушали 12-ю школу, которая носит имя Олега Кошевого. Это тема Великой Отечественной войны. Но если мы, например, возьмем школу Микунь, Княжпогосский район, она носит имя Алёши Ларионова. Это подводник. Единственный в своем числе, который погиб на подводной. И всего в республике погибло 7 человек. Но школа единственная, которая носит имя подводника. Или город Ухта. Школа носит имя Александра Алексеева. Это сотрудник Комитета государственной безопасности, который погиб в Чечне. Или город Печора. Значит, там есть школа имени Ивана Егоровича Кулакова. Это парламентарий, это выдающаяся личность нашей республики. Его жизнь, большая часть его жизни связана с работой в нашем парламенте, Государственном совете. Или же школа, опять же, в Печоре, которая носит имя Андрея Стенина. Это уже событие на Донбассе. В Уктыю носит имя моего сына, воина-интернационалиста. Все эти перечисленные школы, они единственные в своем роде. Так вот, ассоциация
создания этой ассоциации именных школ, вот основная эта цель создания этой ассоциации – это обмен опытом работы этой школы. Мы считаем, что эти школы не должны стоять в особом ряду, они должны отличаться в лучшем плане воспитательной работы по патриотическому воспитанию. Что имя школы – это значит, вот эта школа должна накопить информацию о том историческом периоде, во время которого жила эта личность, жила, трудилась, воевала эта личность. Ну, например, если мы берем Печору, ведь к Печоре там какие территории, какие муниципалитеты поближе? Это Ижма, это Троицко-Печорск, это Вуктыл, где можно доехать на автобусе, и где мы можем вот соприкоснуться с историей военных действий, которые сейчас идут на Донбассе, да, вот и в этом школе, мы можем это сделать. Или же Вуктыльская школа, здесь и Ухта, здесь и Троицко-Печорск, здесь и Княж-Погост могут съездить в эту школу, свозить детей, чтобы посмотреть, почувствовать, соприкоснуться с десятилетней историей войны в Афганистане. Вот для этого создана ассоциация. Я еще раз повторяю, что пока мы находимся в зачаточном таком состоянии, мы создаем реестр этих школ. Мы, к сожалению, столкнулись с тем, что очень многие школы поддались конъюнктуре либеральной и потеряли имена. Потеряли имена, которые нельзя было потерять. Я не хочу сегодня это озвучивать, конкретно называть эти образовательные учреждения, называть имена, которые мы потеряли, потому что это не нужно. Я не хочу формировать негативное мнение по отношению к нашим образовательным учреждениям, потому что считаю, что если это случилось, это недальновидность наша, это какая-то оплошность, ошибка, которую нужно провести работу над ошибками и исправить. Я думаю, что вот созданием этой ассоциации, и к этой ассоциации как бы присоединятся и кадетские образовательные учреждения, я думаю, общими усилиями мы где-то в течение 2021 года где-то выйдем на более такой высокий уровень организации воспитательной работы, которая даст нам какие-то положительные результаты в патриотическом воспитании наших детей, наших образовательных учреждений. Очень важно и большой резерв, я считаю, как бы содержится в традициях, которые имеют место быть в наших образовательных учреждениях. И вот что касается воспитательной работы, я понимаю трудности наших школ вот в организации воспитательной работы, тем более, что вот эти многие моменты воспитательной работы, они упущены. И то, что не случайно же надо было 30 лет это терпеть, и что внести изменения в закон только в конце прошлого года, что воспитательную работу надо вернуть в школы. И мы очень многие наши традиции, умения, навыки в педагогическом сообществе, мы их потеряли. Надо сегодня это все восстанавливать. Так вот, мой вам совет – не мудрствовать лукаво. Я понимаю, что очень много вы получаете сверху заданий, указаний, методических каких-то рекомендаций. Это очень сложно вот в этом море разливанном сосредоточиться организатору, классному руководителю. Но придется это сосредотачиваться, придется как бы разбираться. Но я предлагаю вам вот идти просто по земле. По земле. Вот, например, традиции. Традиция у нас окончание учебного года. Традиция. Начало учебного года, 1 сентября. Традиция. Но я присутствовала и 1 сентября, и 25 мая в школах, где выпускники погибшие есть, да, есть барельефы на зданиях этих школ. И почему ни 1 сентября, ни 25 мая не вспоминаем этих учеников? Почему мы на этих линейках не произносим фамилии этих учеников? Ведь это результат вашей работы, преподавателей. Почему у нас, например, мы не можем закрепить за учащимися, чтобы они постоянно поддерживали порядок при обелисках, которые находятся на территории этих школ, чтобы, я не говорю о голландских розах, что должны там как находиться на барельефе, да?
Ага, закончу сейчас. Но мы можем, вот я приехала недавно в одну деревню, подошла к обелиску, где высечены имена людей, жителей этого села, которые уходили на фронт. Я увидела вот из сосновых веток, вот простая такая гирлянда, но она там лежит. И мне сразу же, знаете, сердце, вот, положительная душа реагирует на это, что люди беспокоятся о тех односельчанах, которые ушли на фронт. Но мы редко увидим, что возле барельефа есть какая-то там дощечка, где возложена или веточка, или цветочек какой-то. Но это же наши традиции. Что касается общественных организаций Республики Коми, значит, уважаемые друзья, я в этом убеждена, и я просто вот эту свою мысль транслирую на вас, что очень много, вот, в частности, недавно глава республики собирал ветеранов боевых действий, приглашал министра на эту встречу, где ветераны боевых действий сказали, что мы рвемся в школу, мы хотим работать с учащимися, но нас вот тут вот ограничивают и так далее. Моя четкая позиция, я мама погибшего в Афганистане, я считаю, что вот здесь просто так вот открывать дверь школы и говорить: заходите и рассказывайте. Нельзя это делать. И вот эти события, которые в январе у нас происходят, они говорят о том, что сегодня главные действующие лица в школе должны быть учитель, ученик и его родитель. Мы приглашаем, вот я советую пригласить ветерана, рассказать о ветеране. Пусть он оденет награды, подготовить детей, чтобы они задали вопрос. Но не каждый же человек может сегодня общаться, когда перед тобой 30 учеников, и ты можешь донести вот до них вот суть истории, тех же событий, допустим, в Афганистане. И если приходят афганцы и говорят: мы тут стреляем, вот привожу один пример со своей молодости. 250 человек, комсомольцев, устный журнал, посвященный Великой Отечественной войне. Я пригласила ветерана, который, проверенный был от и до. Это человек, который имел навыки публичного выступления, это действительно воевал. Он знал хорошо историю. Он прекрасно стал рассказывать о бое, рассказывать о том, как он участвовал в бою, как отражали атаки, как на них наступали немцы, какие-то были трудности, сколько там было горя, крови, страха и так далее. И вдруг завершающая фраза: но среди нас, ребята, трусов не было. 250 человек лежат, смеются, выходя из зала. Что они запомнили? Они ничего не запомнили, кроме этой фразы. То есть вот сегодня экспериментировать на школьниках ни в коем случае нельзя. И то, что дано сегодня министру образования задание разработать стандарты вот таких организаций, таких встреч, я считаю таких правильно. И вас хочу от этого предостеречь. И я хочу еще обратить ваше внимание, что сегодня со школы все вот эти святых Валентинов, Хэллоуинов, это не наша культура. Их надо просто-начисто убрать со школ. Нечего там делать вот этим мероприятиям, которых мы ничего не знаем. Это не наше. У нас есть свои традиции, свои праздники, которые мы должны их как бы транслировать и показывать детям. Дальше. Я хочу обратить ваше внимание, что как резерв – это территория наших школ. Территория нашей школы – это тоже образовательная и воспитательная среда. И я обращаю вот ваше внимание на это. Вот посмотрите, какой сейчас шум подняли родители по поводу выступления министра образования и принятия решения Рособорнадзором по телефонам. А как же ребенок мой без телефона? Да ну что вы, если школа сгорит, то как же он без телефона мне позвонит? Но это же чудовищно. Уважаемые друзья, ребенок на уроке ребенку с телефоном делать нечего. Он должен там работать головой. И на переменке надо дать возможность, чтобы ребенок прошел по вестибюлю школы, чтобы у него было где глаза остановить, чтобы он мог выйти на территорию школы и вдохнуть свежего воздуха, чтобы это тоже соответствовало. И в этой связи я хочу вам рассказать об одной акции, которая проводит уже несколько лет подряд на территории Республики Коми Союз женщин Республики Коми. Эта акция называется «Живая георгиевская лента». Суть живой георгиевской ленты заключается в том, что это высадка
цветов под названием бархатцев, ну, везде, где только можем. И я думаю, что вот для школ эта акция очень приемлема. Это не надо здесь думать о деньгах, это небольшие затраты. Почему бархатцы? Потому что бархатцы напоминают по цвету георгиевскую ленту. И ведь здесь речь идет не только о том, чтобы клумбы были у нас возле школы, почему бы нет, да? Но ведь это можно и внутри школы поручить детям, чтобы они, допустим, летом, в летние каникулы вырастили эти бархатцы, а осенью принесли в свой класс и украсили классы. То есть я вас призываю к тому, чтобы наши школы, образовательные учреждения, вот кадетские, покажите пример, чтобы ваши классы, ваши школы утопали в цветах. Вот у нас весна приближается, лето, флаг вам в руки, и я прошу вас вот именно над этим предложением подумать. Есть еще один проект, который реализуется партией «Единая Россия», который называется «Парта героя». Об этом проекте очень много информации в интернете. Вы можете зайти и найти школы, которые реализуют этот проект. И очень как бы незатратный проект, но он очень эффективный в плане патриотического воспитания наших детей. Или же вот тоже проект, который реализуется, это просмотр кинофильмов в наших школах. И вот смотрите, даже последний вот фильм, поскольку сегодня как бы была речь о молодогвардейцах, но недавно вышел фильм «Зоя», но ведь противоречивый фильм. Почему его не показать в школе? Почему нашим учителям не рассказать историю Зои Космодемьянской? Первый герой, женщина-герой Советского Союза. Трагедийная история, на котором училось наше поколение. И вот к этому вопросу нужно возвращаться. Или же еще фильм могу назвать, который должны наши дети знать, и наши дети изучать историю должны по историческим фактам, а не по произведениям Солженицына. Ну, например, «Афганские события», фильм «Девятая рота». 9,5 миллиардов долларов стоит производство этого фильма, который искажает историю в Афганистане. Вот почему Дети взрослые, ясное дело, что для первоклашек этот фильм не подходит, но для выпускников школы, чтобы он готовился к жизни и понимал, что в жизни жизнь пройти не поле перейти, что в жизни есть и черное, и белое, что она как полосатая, и он должен быть готов, он должен быть видеть и понимать, где правда, а где ложь. Вот такие фильмы, я думаю, что они воспитывают. Я не могу сегодня, уважаемые друзья, не обратить ваше внимание и вот еще одну тему в своем выступлении не обозначить. Мы все, 2021 год – это год столетия нашей республики. Уважаемые учителя, уважаемые преподаватели, уважаемые единомышленники, вот меня, знаете, завязывает в узел, образно выражаясь, когда я слышу по нашим государственным каналам, когда говорят «Республика Коми – это земля ГУЛАГа». Я должна сказать, что ГУЛАГ, да, это трагедийная страница нашей истории, но если сравнивать ГУЛАГ и те страдания людей, которые были на территории нашей республики в ГУЛАГе, а если брать цифры, которые сейчас уже опубликованы из архива, это не просто наши инсинуации, наши домыслы, мы говорим, что там миллионы у нас людей погибли, из 400 миллионов граждан страны Советов 2,5% осуждено по политическим мотивам. И в ГУЛАГе тоже не все сидели белые и пушистые. Но это уже мы перелистнули историю. И если мы сравниваем сегодня территорию, которая находилась под оккупацией, у нас 70 тысяч деревень сожжены дотла с грудными детьми и со стариками. Поэтому, как мне кажется, вот в школе мы не должны буддировать, мы не должны сопоставлять вот эти. Это давайте оставим историкам для их анализа, для их трансляции и так далее. Мы здесь, как сказать, давайте жить вот нашим, настоящим и устремляться в будущее, потому что вы готовите детей к будущему. И вот республика, это же не только ГУЛАГ, это трудовая республика. У нас на нашем знамени Республики Коми 3 ордена. Орден Ленина, орден Октябрьской революции, орден Дружбы народов.
Это же нам не за красивые глаза дали, присвоили, правильно? Правильно. И если посмотреть с точки зрения истории, то именно в советское время Республика Коми стала самостоятельным регионом. Именно в советское время Республики Коми были изысканы, изучены и организована добыча полезных ископаемых, на которых мы сегодня сидим. Поэтому история, она была до 17 года, после 17 года, завершаю, и после 90 года. И есть факты истории, которые, историю надо изучать, еще раз повторяю, по фактам. Я завершаю свое выступление. Я благодарю вас за внимание. Я очень надеюсь, что то, что я вам сказала, где-то достучалась до вашей души и сердца. Я приглашаю вас на свою страницу ВКонтакте. Я готова, я стараюсь с каждым ответить, если это нужно, но продолжать будем в этом духе работать. И в ассоциации именных школ, и в Совете при Министерстве, Общественном совете при Министерстве образования. Галина Николаевна, мы вас благодарим. Действительно, очень такое содержательное выступление настоящего такого государственного деятеля. Вот все по полочкам. И не только там обнажение какой-то проблемы, да, но еще и рекомендации и пути решения этой проблемы. Замечательно. И заканчивая, округляясь над этой главной мыслью, которую вы говорили, я хочу процитировать Константина Дмитриевича Ушинского, который был убежден, что воспитание все должно основываться на личности воспитателя, потому что воспитательная сила изливается только из живого источника человеческой личности. Поэтому человеческая личность, вот мы сегодня с вами познакомились с такой личностью, которая столько всего пережила и в то же время столько всего может предложить, да, это многого стоит. Спасибо, Тамара Александровна. Будем у нас еще остался вопрос. Я большое прощение прошу Екатерину Александровну. Она у нас уже давно подключилась и ждет нас. Мы с вами в рамках нашего фестиваля «Кадетской чести» хотели бы еще обратиться к нашим героям через разные формы работы. И одна из форм работ – это проведение классных часов, в форме кинолекториев. И об этих средствах, об этой форме сейчас мы услышим из уст самой Екатерины Александровны, старшего преподавателя Калужского государственного университета. Пожалуйста, Екатерина Александровна, включайтесь. Что она уже включилась. Еще немножко хочу напомнить о том, что заранее я отправляла вам ссылки на 2 видеофильма, которые в этом кинолектории необходимо было продемонстрировать учащимся, когда уже вы будете эти занятия проводить у себя на местах. И также выставила вам методические рекомендации, методическая работа над тем, как провести занятия. Вот об этом как раз Екатерина Александровна и хотела рассказать, так как это ее авторские разработки, которые были разработаны ею еще в 2014 году. Нет. Прошу прощения. Как слышно меня?
почему-то не подключается камера, к сожалению, пока не могу понять причину. Слышно ли звук? Ага, все, вы можете начать говорить. Очень хорошо, спасибо за обратную связь. Ну, прежде всего, я хотела бы искренне поблагодарить Тамару Александровну за возможность прослушать такой интересный, содержательный семинар. Особую благодарность выразить Ирине Николаевне. Она хоть и говорит, что провинция, но вы знаете, ощущение, что глоток ключевой воды выпила, потому что очень мало в Центральном федеральном округе действительно искренних выступлений. И вот этого очень не хватает. К сожалению, в нашей воспитательной работе очень часто многие подменяют содержание формой, чего быть, конечно, не должно. Очень важно в нашей работе именно быть, а не казаться. И в связи с этим мне горько, что я вынуждена была прервать Ирину Николаевну в ее выступлении. Вот. Но, тем не менее, определенный регламент у нас есть, поэтому я прошу прощения, что вынуждена нарушить была столь достойное выступление. Итак, несколько слов о том, почему, собственно, я должна вам рассказать о методике кинолектория. Но в первую очередь потому, что я выступаю сегодня не как преподаватель университета, а как методист и лектор Всероссийского общества знания. Это просветительское общество, и основой его деятельности в первую очередь является, конечно, работа не только просветительская, но и воспитательная. Ну и сегодня я хотела бы представить вам ту методику кинолектория, которую мы активно практикуем. Итак, кинолектория – это система занятий по духовно-нравственному воспитанию детей посредством просмотра и последующего анализа художественных, документальных и анимационных фильмов. Мы используем в своей работе видеоматериалы в разное время, представленные для участия в программе Международного кинофестиваля «Встреча». Почему именно эти фильмы? Потому что главным в данной ситуации для нас является принцип медицинский, в общем-то, но и для педагогов он также основообразующий. Это принцип «не навреди». К сожалению, современная киноиндустрия грешит коммерческим подходом к выпускаемой продукции. И душеполезное кино не в чести, снимает то, что продается. А это, как правило, насилие, эротика, внешние эффекты. А мы выбрали, собственно, видеоматериалы кинофестиваля «Встреча», руководствуясь узкими рамками педагогического процесса. Ну, во-первых, это должно быть доброе кино. Во-вторых, небольшое по объему, чтобы умещалось в занятия. И, в-третьих, тематически содержательное, насыщенное. Почему вдруг мы решили практиковать с коллегами эту форму? Ну, во-первых, потому что у подростков сейчас в моде критическое мышление, некий нигилизм. Развенчали авторитеты. Этому способствуют средства массовой информации в первую очередь. Ну, как может относиться ребенок с неокрепшим сознанием к великому артисту или военному, если на ведущих телеканалах ежедневно к юбилею или к памятной дате трясут его грязным бельем, рассказывают о слабостях, скрывают нелицеприятные факты? СМИ научили нас видеть, например, в Пушкине не гениального поэта и создателя современного русского языка, а задиру и бабника. В Булгакове наркоман и сифилитик. А ведь далеко не каждый наркоман может написать роман «Мастер и Маргарита», и уж точно не каждый бабник Пушкин. Не на том стали акцентировать внимание. Поэтому часто пригласить к детям человека, через многое прошедшего, которому есть чем поделиться с молодым поколением, иногда даже просто страшно, чтобы не обидели необдуманным дерзким вопросом, хамским поведением, наконец. Еще почему мы с коллегами практикуем эту форму? Потому что современные дети, и это отметила Ирина Николаевна в своем выступлении, не хотят читать большие, мудрые, серьезные, сильные книги. А даже если что-то мимолетом читают, то это либо литература широкого потребления, модная, но пустая, не о том. Либо, если книга все же хорошая, то они не в состоянии осмыслить. А раздумья о жизни, о судьбах людей, Родины, мира в целом не в почете. Все на бегу, все мысли в мемасиках и постах. Вот, собственно, те причины, которые побудили нас к созданию киноклуба. Ну и, собственно, о методике я бы хотела начать с эпиграфов. Они помогают раскрыть цель и основу этой методики. Цель я хотела бы сформулировать словами Федора Михайловича Достоевского. Искусство
никогда не оставляла человека, рождалась человеком, развивалась рядом с его исторической жизнью, всегда отвечала его потребностям и его идеалу, всегда помогала ему в отыскании этого идеала. Вот, собственно, наверное, основная задача нашей воспитательной деятельности – дать точку опоры и землю под ногами, образцы поведения и жизни вообще. Сущность метода, который был нами избран, я попробую сформулировать словами Максима Горького. Искусство ставит своей целью преувеличивать хорошее, чтобы оно стало еще лучше, преувеличивать плохое, враждебное человеку, уродующее его, чтобы оно возбуждало отвращение, зажигало волю уничтожить постыдные мерзости жизни, созданные пошлым, жадным мещанством. Так вот, это же один из принципов педагогики – творить ученика своими мыслями о нем, поднимать планку, чтобы ученик хотел до нее дотянуться. Дело в том, что философия постмодернизма устами Фейерабенда провозгласила, что все дозволено, истина относительно, у каждого своя правда, краски поблекли, размылись, нет черного и белого, нет нравственных ориентиров, нет хороших и плохих людей. Но, с одной стороны, эта мысль правильная, это тоже принцип педагогики. Нет плохих людей, есть плохие поступки. В жизни это действительно так. Но когда мы воспитываем детей, очень важно показать им, где хорошо, а где плохо, как хорошо, как плохо. Вспомним хотя бы стихи Владимира Владимировича Маяковского. Что такое хорошо, что такое плохо. Вот эти границы в воспитательном процессе показать необходимо. И это тоже является одним из существенных направлений нашей работы. Итак, теоретический материал о методике, что мы подразумеваем под кинолекторием, ну, безусловно, это работа, в основе которой лежат инновационные технологии. Наконец, у нас настало то счастливое время, когда в каждом образовательном учреждении появился компьютер, проектор и экран, а значит, возможность использовать неисчерпаемый потенциал киноиндустрии. Конечно, разговор о родине – это один из самых трудных разговоров. Почему? Потому что трудно учить любить родину без лишних нравоучений и громких слов. Потому что эти слова, громкие фразы, неизменно вызывают у детей реакцию отторжения. А современный информационный поток настолько агрессивен и перенасыщен чуждыми ценностями, что способен смести все морально-нравственные установки, разрушить традиционные институты социализации и формирования гражданственности. К сожалению, роль семьи в гражданско-патриотическом воспитании нового члена общества очень сильно снизилась. Это связано с тем, что многие родители сами давным-давно дезориентированы. Ведь они во многом очень часто дети 90-х, в силу тяжелых социально-экономических обстоятельств, лишенные твердого нравственного стержня, не обладающие необходимыми знаниями о культуре, истории своей страны. А для детей, оставшихся без попечения родителей, эта проблема стоит еще острее. Так получилось, что свою программу кинолектория мы чаще всего реализуем именно с этой группой детей. У нас был опыт работы в школе с кадетскими классами, но основные наши слушатели – это ребята из детского дома, подростки из организации постинтернатного сопровождения. И вот сейчас у нас формируется проект. Министерство социального развития Борятинского района Калужской области попросил поработать с группой подростков группы риска. Соответственно, у нас все время такие несколько экстремальные условия. Но мы понимаем, что, наверное, вот этим детям наша работа больше всего и нужна. Ну и кроме того, современные образовательные организации часто просто не в состоянии поддержать родителей и педагогов в стремлении воспитать из ребенка гражданина и патриота. И наиболее ценным, на наш взгляд, данной методики является то, что акцент делается на самостоятельной работе учащихся, на их рефлексии материала с подключением эмоционально-образной рецепции художественного текста, а не на аналитической траектории воспитания учителя и родителя, что позволяет ребенку самому сделать свой нравственный выбор, самому научиться отвечать за свои слова и поступки. А учитель лишь умело ведет школьника к пробуждению интереса к истории и культуре родной страны, осознанию истинного смысла понятий патриотизм,
мужество, ответственность, героизм, так и формируются верные нравственные убеждения. Работа наша строится так. Проводится предварительная беседа с группой, дается задание на внимание и понимание, затем демонстрируется фильм или фрагмент фильма. После проводится беседа на уточнение и понимание увиденного, а впоследствии используются различные формы деятельности с целью более детальной разработки поставленной в фильме проблемы. Затем подведение итогов и рефлексия. Мы используем следующие формы работы после просмотра фильма. Анализ художественных текстов, аналитические беседы, викторины, деятельность по развитию устной и письменной речи, дискуссия, часто дискуссия с провокацией, а также игровая деятельность, конференции, литературно-музыкальные композиции, проектная деятельность, работа дискуссионного клуба, создание рекламы, соцопрос, тестирование и многие другие. Надо отметить, конечно, что уже мы сами создали методическое пособие, которое сейчас и легло в основу нашего кинолектория. В качестве методического сопровождения нами используется пособие, автором которого я являюсь, «Как воспитать гражданина». Сейчас оно в 2018 году было дополнено и выпущено второй раз. Название у него чуть-чуть другое, как «Воспитываем гражданина». Содержит данное пособие следующие тематические блоки: простые русские герои, войны, о которых нельзя забывать, города-защитники земли русской, из истории русской армии, непобедимые военачальники России, создатели величайшей культуры России, ценностная ориентация современных людей, яркие исторические личности нашей Родины, больные вопросы человечества. Но здесь важно, что славные страницы истории нашего государства, они не мертвые, они представлены живыми людьми, историческими личностями, духовными подвижниками, воинами, тружениками, которые не просто возникают на экране. Через занятия и через деятельностный подход они учат тому, что любовь к Отечеству есть любовь к стране, в которой мы родились и живем, к своему народу, его традициям и обычаям, да даже к своему делу, которым ты профессионально занимаешься. Основная методическая цель пособия – это помощь педагогам и родителям в организации внеурочных занятий по гражданско-патриотическому воспитанию. Уроки выстроены в соответствии с возрастными особенностями учащихся. Методы воспитания подобраны так, чтобы каждое занятие становилось не только открытием, информационным открытием для ребенка, но и несло в себе новые возможности освоения материала. В пособие включены полезные рубрики, например, важнейшие даты истории, выдержки из писем фронтовиков, дополнительный материал для учителя, иллюстрации, публицистические статьи, общие положения патриотического воспитания. Каждому уроку дан словарь. Кроме того, есть тематические стихотворения, цитаты. Не последнее место занимает то, что наше пособие составлено в соответствии с требованиями в ГОС. Сейчас есть необходимость соответствовать данным требованиям во всех видах деятельности педагога. Впервые это пособие было издано в 2013 году, уже в прошлом году, даже в 2018 году появилась необходимость в переиздании. Но мы осознаем, что наша книга – это только трамплин. Мы уверены, что педагог, освоивший эту методику и неравнодушный к своей работе, пойдет дальше и создаст множество своих разработок уже по другим фильмам и мультфильмам. Теперь несколько слов о заявленной в программе занятиях, посвященных Александру Невскому и Федору Ушакову. Я хотела бы отметить больше, наверное, такой технический план данных занятий. Почему? Потому что это может обрисовать потенциал использования данных занятий и занятий подобного типа. А в работе с этими двумя важнейшими идеологическими темами использован принципиально разный подход организации занятия. Работа учеников на занятии, посвященном Федору Ушакову, неразрывно связана с видеоматериалом. Поэтому использование другого видео по этой теме представляется затруднительным. В практической же работе по теме Александра Невский материал занятия только косвенно связан с видеоматериалом, и использование его является факультативным. А значит, видео может быть замещено без потерь для содержательной части занятия. Вот этот технический момент
мы можем проиллюстрировать, потому что у вас это видео загружено, и после семинара вы сможете посмотреть и сравнить два эти занятия и видео к ним. Вторым существенным различием является наличие дискуссионных элементов занятия. В уроке по Александру Невскому дискуссия – это центральный элемент композиции. И отметим, что в связи с этой особенностью у занятия есть возрастной ценз 16+. Почему? Потому что именно в подростковом возрасте у детей возникают такие мысли отрицания, мысли критики, в том числе по отношению к историческим лицам, которые считались образцами определенными поведения и морально-нравственных каких-то установок. В связи с этим, поскольку ребята все равно узнают из каких-либо источников, что есть противоречивые точки зрения на данное историческое лицо, его деятельность, учителю предлагается сразу познакомить с детьми, познакомить детей со всеми существующими оценками. И под руководством учителя найти своеобразную правильную оценку его политических и гражданско-патриотических поступков. В занятии по Федору Ушакову дискуссионный элемент может возникнуть только случайно, если среди учеников есть такой своеобразный нигилист. Также наблюдается техническая разница в организации занятий. К уроку по теме Александра Невский необходимо большое количество раздаточного материала, он есть в книге, а занятия по теме Федор Ушаков можно обойтись вообще без раздаточных материалов и провести работу фронтально или по правилу поднятой руки. Отмечу, что как специалист киноклуба могу утверждать, что нет ничего лучше о Федоре Ушакове и Александре Невском, как одноименные советские фильмы, только, к сожалению, использование их затруднено психологическими особенностями современных детей. Но не голливудские эти фильмы со спецэффектами, не хотят смотреть их наши дети. А жаль. Но когда-нибудь они обязательно до них дорастут и посмотрят, а вот узнать об этих героях они должны сейчас, чтобы потом не было больно за бездарно прожитые годы. Ну и в завершение о том, как мы планируем результаты киноклуба. Да? Предполагаемые результаты – это то, что мы должны указывать в каждой рабочей программе. Предполагаемые результаты я попробую сформулировать строками стихотворения Елены Долгих. Мы в кино ходили с Мишкой, фильм хороший о войне. Там разведчик был мальчишка, правда, старше нас вдвойне. Он погиб, взрывая поезд, не успел уйти с моста. Недописанная повесть, незабвенные места. Как теперь нам жить в покое? За себя и за него мы решили с Мишкой, двое не забудем одного. За двоих живем и дышим, и смеемся за двоих. Тот мальчишка, знаем, слышит в вечных сумерках своих. Так вот, чтоб не жили в покое, потому что равнодушный человек – это мертвый человек. Антон Павлович Чехов в своем рассказе «Крыжовник» писал: «Надо, чтобы за дверью каждого довольного счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, что как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно по каждому свои когти. Стрясется беда, болезнь, бедность, потери, и его никто не увидит и не услышит, как теперь он не видит и не слышит других». Так вот, достигли ли мы хотя бы раз данного результата? На этот вопрос может ответить нам письменный текст, который являлся итогом работы по одному из занятий о Великой Отечественной войне. Сразу прошу прощения за речевые умения ребенка. Канцеляризм – это болезнь современных школьников, занимающихся проектной деятельностью чуть ли не детского сада. Но мы боремся с этими ошибками. Тут важна достоверность. Итак, письмо девятиклассника, ровеснику которого больше нет. Здравствуй, дорогой ровесник. Знаю, глупо желать здравия тому, кто с чистой совестью и душой покоится в земле. Но ведь надо как-нибудь выразить приветствие. У меня не поднимается рука написать тебе привет, ибо я считаю это проявлением неуважительного тона по отношению к тебе и к тем, кто не пожалел собственной жизни, отдал ее на процветание и благо мира. Если задуматься, то нынешний мир построен на костях людей, что боролись за продолжение жизни. Дорогой ценой заплатили и старики, и женщины, и дети. Благодаря общим усилиям и сплоченности они добились своего, защитили свою родину. Я считаю, что отдать должное нужно и тебе. Попытаться отблагодарить тебя, доказать, что жизнь твоя прервалась не напрасно.
От одного представления о том, что у тебя не было такого беззаботного детства, что было у меня и у моих сверстников, меня охватывает дикая душевная боль. Однако есть и положительные стороны. Это осознание стимулирует, дает мотивацию мне на достижение новых целей, на стремление к саморазвитию. Если только попытаться представить, сколько жизней было отдано в ту пору, можно понять весь неоценимый подарок людям, живущим сейчас. Но даже несмотря на последствия войн, люди продолжают творить не менее ужасные вещи, с которыми мы не должны мириться, но наоборот стараться не допускать. Мы не должны забывать о том, кто мы есть, что мы есть и для чего мы есть. Я бы хотела попытаться выразить тебе благодарность, мой ровесник, и всем, кто отдал жизнь за нас и за нашу Родину. Письмо закончилось, но из него мы видим, что человек неспокоен, а значит, у человека жива душа. К этому и надо стремиться. Уважаемые коллеги, я надеюсь, что Тамара Александровна сможет выложить наше пособие для широкого использования, и искренне хотелось бы, чтобы оно было вам полезно в вашей работе. Я благодарю вас за внимание, желаю здоровья, успехов в нашем непростом, но очень нужном деле. Екатерина Александровна, спасибо вам большое за ваше выступление. Оно как песня согревало наши сердца. И действительно вот видно, что вы такой человек очень горячий, придающий вот свою такую теплую волну такой вот творческой, созидательной деятельности. Спасибо вам. По поводу первого пособия, да, действительно, оно у нас есть, и мы его можем довести до наших участников семинара и те, которые будут использовать его. А вот насчет второго издания, я думаю, я обращусь к Татьяне Александровне, и мы приобретем эти ваши пособия в таком вот варианте, живом варианте, чтобы можно было его листать, любоваться иллюстрациями, вживаться в тексты и так далее. Я думаю, что это будет хороший подарок вот нашим педагогам кадетских классов за их вот такой хороший труд на благо Отечества. Уважаемые коллеги, я благодарю вас за участие в нашем семинаре. Мы постарались за 2 часа, в общем-то, так вот постарались в теме выжать все, что можно было бы рекомендовать вам для вашей практической деятельности. И серию этих семинаров по кадетскому образованию мы еще проведем. У нас еще впереди 3 семинара. Я думаю, что наши встречи будут полезны, и вы поделитесь своим опытом обязательно на этих семинарах. Спасибо вам.